Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы 27 августа вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Более 400 тонн социально значимых продовольственных товаров доставили сегодня в Среднеколымск. Путь был непростым, но все дошло до места назначения. Как проходит реконструкция аэропорта в Нерюнгри, лично проверил глава республики. Расскажем, завершатся ли работы в ноябре. Жильцы многострадальных надгаражных квартир наконец смогли добиться правды. Насколько сложным был путь к цели, узнавал наш корреспондент. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают отечественные кинематографисты. В честь этого праздника продюсерский центр выпуска сериалов НВК «Саха» анонсировал новые сериалы. Якутский фильм «Рядовой Чаирин» выйдет в международный прокат. В Москве прошла дискуссия, посвященная феномену якутского кино. Более 400 тонн социально значимых продовольственных товаров и картофеля доставили сегодня в Среднеколымск. По информации АО «Якутопторга», еще 10 августа в Якутске на судно компании было отгружено почти 750 тонн продовольствия для колымской группы районов. В филиале компании в Среднеколымске, зная о подходе судна, с новыми продуктами распродали остатки. Однако судно задержалось на несколько дней. И город ощутил нехватку свежих овощей и некоторых продуктов. 19 августа судно подошло на Зеленый мыс Нижнеколымского района для разгрузки. А осуществить ее из-за высокой нагрузки портовых кранов удалось лишь через 3 дня. Потом еще была погрузка на судно Колымской судоходной компании. И вот сегодня долгожданный груз прибыл в пункт назначения. Помимо продуктов питания на данном судне доставлено 19 тонн раннего картофеля для отдаленных и труднодоступных наслегов Среднеколымского, Нижнеколымского и Верхнеколымского районов. Стыковочные рейсы будут осуществляться на Ан-2. В Якутии продолжается кормозаготовительная кампания. По оперативным данным Минсельхоза Республики, сегодня в Якутии скошено более 321 тысячи сена. Заготовлено чуть больше 300 тысяч, что составляет 67% от плана на текущий год. Для достижения цели формируются мобильные бригады не только на территории республики, но и в Амурской области. В лидирующих позициях по кормозаготовке сегодня находятся бригады Булунского района, выполнившие 93% от плана, а также Вилюйский район, заготовивший 90% от плана. Наибольшее отставание наблюдается в Горном, Усть-Алтанском, Эмиконском, Тампонском и Чурапчинском районах. Главой республики Арсением Сергеевичем и руководством правительства республики приняты все управленческие решения в отношении оказания помощи всем сельхозтоваропроизводителям. В первую очередь предусмотрено из резервного фонда правительства республики Саха-Якутия 170 миллионов рублей на перевозку кормов из других субъектов и отдаленных участков. Сегодня муниципальными образованиями принимаются ряд решений и управленческих решений в отношении перевозки кормов. Это в основном касается в первую очередь Усть-Алданского, Тампонского, Эмиконского и Горного районов. И последнее я хотел бы отметить, что сегодня правительством республики, Министерством сельского хозяйства принимается определенный ряд мер по оказанию помощи пострадавшим от лесного пожара в селе Бескуль Горного района. А в Ленском районе план по заготовке сена этим летом 6300 тонн. Пока удалось накосить 5800. В управлении сельского хозяйства ведутся подсчеты. Покосы в отдельных наслегах района еще не завершены. Так как у нас прошлогодние осадки остались еще где-то около 350 тонн, скорее всего, мы вытянем план на 98%. Но на сегодняшний день у нас еще звенья все действуют, все накосятся, так что говорить об итогах пока еще рано. По конце августа, в начале сентября уже подытожим, и тогда уже будет известно.
Реконструкция аэропорта в Нерюнгри завершится в ноябре. Ход работ лично проверил глава Якутии Айсен Николаев. В настоящее время там ведется устройство водосливных лотков нижнего слоя покрытия взлетно-посадочной полосы и верхнего слоя из бетона, а также монтаж светосигнального оборудования. После начнется процесс лицензирования аэродрома. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти 60%. Отставания от графика нет. Также в 2022 году продолжатся работы по строительству вспомогательной инфраструктуры. Это аэровокзала, склада ГСМ, аварийно-спасательной станции. С рабочим визитом Намский район посетил первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин. Он проверил ход строительства культурных объектов. Это Дворец культуры в селе Намцы и Центр культуры в селе Апаны. Последний строится в рамках национального проекта «Культура». Кроме того, замминистра посетил и открытую в прошлом году модельную библиотеку ЭйГЭ в Хамустахе. В целом, как подчеркнул Владислав Левочкин, Намский район продолжает активно участвовать в проектах по культурному и духовному развитию республики. Ну, это у нас третий, получается, объект, который мы вводим по национальному проекту за счет федерального финансирования. Здесь федеральное финансирование составило 35 миллионов рублей. Было республиканское софинансирование. Общий объем составил 185 миллионов рублей. И надо сказать, что это успешный опыт сотрудничества в рамках нацпроекта, федеральных возможностей и республиканских. До этого у нас было два объекта, которые мы ввели в Усть-Алданском и в Горном районе. Это, получается, третий. И каждый раз мы участвуем в конкурсе, в федеральном конкурсе на получение федерального финансирования. Для того, чтобы в нем принять участие, необходимо соответствовать определенным условиям. Обязательно населенный пункт должен быть перспективным, он должен расти, должна быть активная самодеятельность в населенном пункте. Газовики готовят объекты газового хозяйства к зиме. Так, одним из важнейших аспектов является внутридомовое и внутриквартирное техобслуживание. Поэтому специалисты проводят мероприятия на безопасность эксплуатации газовых оборудований. В частности, газовики проверяют специальным аппаратом целостность газовых котлов. Техническим пылесосом очищают внутреннюю часть оборудования. Также осматривают техсоединения газовых сетей. Сейчас Саха-Транснефтегаз обслуживает 14 тысяч абонентов частного сектора и также 33 тысячи многоквартирных домов. Перед отопительным сезоном необходимо обязательно проверять дымоходы, вентиляционные каналы. И после розжига газового оборудования необходимо проследить за оборудованием. Потому что в это время как бы идет переходный период с теплого в холодный, и может быть, что тяга в дымоходах будет недостаточной для безопасного сжигания природного газа. И обязательно нужно проследить перед первым запуском к отопительному сезону. Жильцы многострадальных надгаражных квартир по улице Можайского, 13/3Г наконец смогли добиться правды. После многолетней борьбы обманутые дольщики получили право на оформление. Насколько сложным был путь к цели, в сюжете Ульяны Шагиной. 10 лет назад Енина Кожакова переехала в столицу вместе с детьми из далекого Верхнеколымского района. Тогда же приобрела квартиру по договору долевого участия в надгаражном здании. История заселения у каждого тут своя, и понятно, что именно нужда подтолкнула людей на такой риск. У меня дети, мне нужно было их обучать. Также и детский сад, школа, все это мне нужно было в городе. И я приобрела по договору долевого участия, абсолютно не знав, что у застройщика недобросовестного ГСПК «Маяк» нет разрешения на строительство и также не оформлено ничего надлежащим образом. Позже выявилось, что застройщик недобросовестный, не имеющий даже разрешения на строительство дома. 300 семей практически остались на улице. Не смогли за эти годы ни прописаться, ни оформить квартиру на себя. В 2018 году нас отключили от отопления и от горячего водоснабжения. Имели право, оказывается, отключить, потому что мы никто, мы не собственники. У нас объект находился под угрозой.
Ведь нас даже могли снести, потому что мы не являемся собственниками. Ранее проданные помещения застройщик зарегистрировал на себя как общие корпусы. Он не выделил никому помещение. Надгаражные дома были построены еще в середине 2000-х. ГСПК «Маяк» 21 век. Без правоустанавливающих документов на земельный участок. Обращения в различные инстанции, проигрыши в судах. Собственники все эти годы своими силами пытались восстановить справедливость. Но, как оказалось, решить вопрос практически невозможно. Мы очень долго оформляли. Жилье не могли оформить. Данчикова Галина Иннокентьевна нам помогала, способствовала, чтобы решить наши проблемы, за что мы ей очень благодарны. И сейчас мы уже в конце, почти на стадии завершения этого всего. 20 августа 2021 года Якутским городским отделом судебных приставов было вынесено постановление о снятии запрета на совершение действий по регистрации в указанных корпусах. То есть на сегодняшний день с 1 по 5 корпус граждане, имеющие на руках решение Якутского городского суда, имеют право обратиться в управление Росреестра для постановки на кадастровый учет и с дальнейшим оформлением права собственности. Суды еще не завершены, работа продолжается. Но у людей впервые появятся официальные документы на помещение. А это значит, каждый из них сможет официально распоряжаться своим же имуществом. Ульяна Шагина, Евгений Хлопков, Якутск. Ждали капитальный ремонт, в итоге потеряли из-за него имущество. Жители Светлого недовольны работой строителей, которые меняли кровлю дома. Граждане признают ремонт некачественным, так как во время дождя в квартиры просачивается вода. Некоторым жителям Светлого пришлось переехать на дачи. Кто возместит ущерб, разбиралась Анна Брянская. Уже месяц течет. Из этого жилья не только люди, обои хотят сбежать. Несколько дождливых дней изменили квартиры светлинцев до неузнаваемости. Бурые следы на белом потолке, пятна на репутации строителей. Вот этот диван у меня вообще мокрый. Вот видите следы, вот это еще влажный. Влажная не только мебель, подушки и одеяла хоть выжимай. Екатерина Егибекова, та, кто из-за ремонта крыши пострадала больше всех. Сейчас живет на даче. А в теперь пустующих комнатах пытается высушить зимнюю одежду. Холодильник и проводку не спасти, сгорели. Горе-капитальный ремонт начался еще в начале августа. Пострадали не только квартиры, но и подъезды. Здесь сейчас характерный запах сырости. Дождевая вода вот до сих пор остается на полу. Она чудом миновала электрощиток. Это уже другая квартира, находится она этажом ниже. Хозяйка сейчас находится в больнице в ожидании малыша. Это детская комната, куда их должны были привезти после родов. Но здесь в отсутствие тоже все протекло. Здесь тоже пахнет очень сыростью. Вряд ли сюда можно привезти новорожденного ребенка. Все беды из-за ошибки подрядчика, считают жители. Строители меняли кровлю, убрали покрытие полностью. Не предусмотрели укрытия на случай осадков. Пленкой разобранную крышу накрыли, но было поздно. Затопило 21 квартиру. Увидев съемочную группу, рабочие решили прятаться. Журналисты в итоге нашли прораба, а он виноватых. По погоде вообще дождя не было. И потом раз дождь. И вот так вот тут не предугадать. Плюс еще когда тут дым стоял, я не знаю, тут дожди, может, вызывали. Они резко вроде не было. И тут как бы... И такой проливной дождь прям шел. Вот и получается, капремонт идет за счет собственников. Но кто теперь возместит им ущерб? Вопрос пока открыт. Им заинтересовались местные власти. Со стороны администрации после обращения граждан была сформирована административная комиссия. Провели осмотр каждой поврежденной квартиры. Да, был оценен, не оценен ущерб, а записан ущерб, который произвело затопление. И на основании этих актов, уже после их подписания, собственники квартир будут обращаться за оценкой к непосредственно оценщику и проводить судебное уже разбирательство с фондом капитального ремонта. Жители тем временем написали заявление в прокуратуру. Теперь им остается ждать. А соседи пострадавших светлинцев начинают переживать за себя. У нерадивого подрядчика в планах ремонт кровли еще 3 домов. Ну что это за беспредел такой творится? Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край».
К другим темам. Завтра, 28 августа, в историческом парке «Россия. Моя история» откроется якутская часть военно-технического форума «Армия-2021». В рамках форума будут организованы выставки техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, показательные выступления отряда специального назначения «Гром», кинологическая служба и многое другое. Форум пройдет с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. При посещении данного мероприятия жителям и гостям столицы необходимо предъявить QR-код. Торжественное открытие пройдет в 10 часов утра, вход свободный. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают отечественные кинематографисты. Этот праздник официально начали отмечать с 1988 года. Сегодня в честь этого продюсерский центр выпуска сериалов НВК «Саха» объявил о выпуске 5 новых сериалов с будущего телевизионного сезона. Напомню, НВК «Саха» в октябре 2019 года создал специальную службу по выпуску телесериалов, в котором сегодня работают 15 человек. Это сценаристы, режиссеры и операторы. В новом телесезоне мы планируем показать 5 сериалов. В октябре выйдет сериал «Джолтага. Камень счастья» по сценарию Даны Сарт, режиссер Марина Платонова, оператор-постановщик Дмитрий Сергучев. Потом в ноябре мы покажем сериал «Хатаны. Взаперти», режиссер Радомира Афанасьева, оператор-постановщик Гаврил Дичков. В данное время идет работа еще по 2 сериалам. Один сериал снимается по сценарию Варвары Ивановой, режиссер Марина Барашкова. Второй сериал по сценарию Даны Сар, режиссер Лена Эверстова. «Белый ангел тундры» под таким названием. Сегодня, в День российского кино, состоялся закрытый показ фильма кинорежиссера Александра Лукина. Картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о непростой судьбе 20-летней девушки, которая, скрываясь от репрессий 1937 года, уезжает из Ленинграда в далекую Якутию. На самый север, в село Желенда Оленёкского района. Неопытного фельдшера отправили сюда спасать эвенков от эпидемии брюшного тифа. Ценой своей жизни героиня фильма спасает маленькую девочку, которая дожила до преклонных лет и всю жизнь была благодарна врачу, подарившей ей жизнь. Фильм снят на русском языке. Этот фильм рассказывает вообще о широкой душе русского человека. Я хотел показать вообще характер вот этого русский характер, так скажем. Это фильм самопожертвования. Девочка, она, борясь с этой болезнью, она сама погибает. Но суть в том, что последнюю таблетку, которую она должна была выпить, она, пожертвовав, отдает маленькой венкийской девочке. Продолжаем тему якутского кинематографа. Фильм «Рядовой Чаирин» выйдет на международный прокат в Китае и Южной Корее. Об этом сообщили в ходе дискуссионной сессии, посвященной феномену якутского кино в рамках Российской креативной недели в Москве. На площадке кино и телевидения обсудили будущее киноиндустрии Якутии до 2035 года. Следует ли ожидать прорыва якутского кино на международный рынок? Мнение российских киноэкспертов узнавала Туяра Константинова. Российская креативная неделя – одна из главных событий страны в сфере креативных индустрий. В центре его внимания снова Якутия, как регион, лидер по производству кинофильмов и точка роста креативной экономики на Дальнем Востоке. Добрый день, меня зовут Надежда Савельева, я из Иркутска, с берегов Байкала. И у меня такой про будущее вопрос, даже предложение на самом деле. Я готова вам помочь в организации Дней якутского кино в городе Иркутске. По мнению экспертов и якутского кинематографа, 2 целевые аудитории – это жители республики и международные площадки. Ежегодно в Якутии снимается порядка 10 новых кинокартин, и большинство из них, как правило, окупаются на внутреннем прокате. Здесь якутское кино любят больше, чем голливудские блокбастеры. Если каждый немного научится любить то, что он делает, так как любят те, кто производит якутское кино, и смотреть этот продукт с такой же любовью, как смотрят его якутские зрители, вы знаете, весь наш кинематограф будет, наверное, через какой-то промежуток времени таким же феноменом. Очень сложно выводить якутское кино на внешний прокат, на российский, на зарубежный. Сейчас вот с появлением интернет-площадок и так далее, эта возможность, в принципе, появилась.
Что вот касается именно кинотеатрального показа, работаем над тем, чтобы действительно в Якутии в каждом населенном пункте, где проживает более 700 человек и существует Дом культуры, организовать показ в первую очередь якутского кино. В апреле следующего года в Якутии откроется крупнейший креативный кластер на Дальнем Востоке. Концептуальный кластер будет ориентирован на кино и постпродакшн. А до конца этого года появится фонд развития кино и анимации для финансирования новых кинопроектов на конкурсной основе. У меня есть просто какой-то оптимизм или, может быть, даже мечта о том, чтобы процессы становления якутской киноиндустрии начали развиваться более быстрыми темпами. Я вижу постоянный рост творческого потенциала. И я хочу, чтобы это подкреплялось теми механизмами, которые складываются внутри республики и с точки зрения реорганизации Саха-Фильм, и с точки зрения поддержки киноиндустрии со стороны корпорации развития Якутии и каких-то других институтов развития. То есть, мне кажется, сейчас то самое время, когда это должно выстрелить. Главная фабрика якутского кино «Саха-Фильм» должна стать продюсерским центром мирового уровня и объединить региональных кинопроизводителей для экспорта продукции на международный рынок. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. А еще лучше пройдите вакцинацию. Оставайтесь с нами.